Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за зимний период обучения и обозначили задачи на подготовительный период. Первый концерт танцевального шоу прошел в Сухуми. 14 пар танцоров будут бороться за первое место и внушительный призовой фонд. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за зимний период обучения и обозначили задачи на подготовительный период. Мероприятие проводилось под руководством министра Владимира Анова. Ульяна Рожкова расскажет подробности. В ходе проведения итогов были рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Савченко, подводя итоги, обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевого дежурства службы войск. В рамках зимнего периода обучения были проведены командно-штабные мобилизационные учения. В соответствии с установленными главнокомандующим вооруженными силами и министром обороны приоритетами решались задачи строительства и развития вооруженных сил, международного военного сотрудничества. Всего за зимний период обучения проведено более 60 мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, что более чем на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все они проводились комплексно, с участием органов и войск силовых структур Абхазии, Вооруженных сил Российской Федерации, а также ряда силовых структур Российской Федерации. При этом цели проведенных мероприятий достигнуты. Мы значительно повысили потенциальные возможности войск и сил по выполнению боевых задач в различных условиях боевой обстановки. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, министр обороны Владимир Анова определил основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск. Особое внимание уделили воинским частям постоянной готовности и их способностям к немедленным действиям. В ходе подведения итогов за многолетнюю службу в рядах вооруженных сил Абхазии и в честь 78-летия со дня рождения генерала-лейтенанта Сергея Дбар ряд офицеров, представителей силовых структур и резервных бригад были награждены ведомственной медалью имени Сергея Дбар. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 3 мая в Гудауте примерно в 11 часов дня в районе кинотеатра «Киарас» произошла стрельба. Один человек был ранен, его доставили в районную больницу. Как сообщает пресс-служба МВД, принятыми оперативно-розыскными мерами подозреваемый в совершении данного преступления был установлен. Им оказался уроженец села Дурипш Гумба Амиран Бесланович. Приняты меры по установлению его местонахождения и задержанию. Расследование уголовного дела проводит прокуратура Гудаутского района. В прошлом году сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД уничтожено 5 килограммов 897 грамм наркотических средств и 852 корня наркосодержащих растений. Об этом сообщил начальник центра Руслан Дбар, представляя министру внутренних дел Роберту Гиут отчет о проделанной работе по уничтожению наркотических средств. Процедура проходит под контролем комиссии, в которую входят представители парламента, Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и Общественной палаты. Ее проводят после решения суда, постановления прокурора или органов дознания. Министр внутренних дел отметил необходимость слаженной работы центра, подчеркнув, что борьба с таким злом, как наркотики, должна и впредь быть бескомпромиссной. У жителя села Челово Чемчирского района изъято незаконно хранимое наркотическое средство, сильно действующий синтетический наркотик метадон. Далее оперативная съемка МВД. У жителя селаЧлоо Чемчирского района Микава Звяди Раулевича 1984 года рождения в результате оперативно-профилактических мероприятий, проводимых на контрольном пункте милиции Мюссера, при личном досмотре изъято незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство. Обратите внимание, полиэтиленовый сверток
внутри которого находится кристаллообразное вещество белого цвета. Как установлено экспертами, это сильнодействующий синтетический наркотик метадон. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия проводит орган предварительного следствия Гудаутского РОВД. Гражданин Микава на период проведения следственных мероприятий отпущен под подписку о невыезде. Оперативные мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранимого наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции МЮСЭРа МВД Абхазии. На 96-м году ушла из жизни археолог, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена Ахц Апша 3-й степени Мира Хотелашвили Иналыпа. Мира Хотелашвили – автор более 50 научных работ по археологии, искусству, культуре и этнографии Абхазии. В разные годы она была научным сотрудником отдела фондов Абхазского госмузея, отдела археологии АБИГИ, главным хранителем в госмузее. Выдающийся ученый, археолог Мира Хотелашвили Иналыпа внесла неоценимый вклад в развитие археологии и истории Абхазии. Она является автором более 50 научных работ по археологии, искусству, культуре и этнографии абхазов. Эти кадры с Мирой Константиновной были сняты в декабре прошлого года, в день ее рождения. По признанию Миры Хотелашвили Иналыпа, самая любимая ее работа была посвящена византийскому храму в селе Дранда. Труд опубликован в российском издании Академии наук в одном из старейших академических журналов гуманитарного профиля, посвященных Византии «Византийский временник». Уточнила даты до Дранского храма. Это моя любимая работа, мой небольшой труд. С конца 1950-х годов Мира Хотелашвили Иналыпа участвовала в археологических экспедициях, после которых у нее и возникли интерес и любовь к истории Абхазии. Она получила второе образование и окончила исторический факультет Сухумского пединститута. С 1960 года работала в Абхазском государственном музее, внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея, вела работу как по нумизматике античного и средневекового периода в истории, так и по фонду драгоценных металлов. Участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости. Когда я работал над кандидатской диссертацией, у меня кандидатская диссертация была связана с монетным обращением Абхазии. А в это время Мира Константиновна в музее как раз заведовала фондами. И мы очень много тогда вместе с ней работали, она большую помощь мне оказывала в этой работе. Я с благодарностью вспоминаю это время, потом это вышла работа в 2 книгах. Она прожила не короткую, достаточно длинную жизнь, но эта жизнь была наполнена многими событиями, конечно. И я думаю, что по большей части это были события, которые оставили хороший след в нашей истории, если исключить единственное горе, которое постигло их с утратой замечательного сына Адгура. Мира Константиновна – супруга известного абхазского ученого, историка, этнографа, фольклориста, литературоведа Шалвы Иналыпа. Она была ему верной подругой, поддерживала его во всех научных изысканиях. Их сын Адгур Иналыпа был ученым в области моделирования дистанционного зондирования поверхности Фобоса, техники физического эксперимента, автоматизации физических исследований, одним из основоположников компьютерного программирования в Абхазии. Адгур Иналыпа погиб во время Отечественной войны народа Абхазии в сентябре 1993 года. Пережить потерю сына, а впоследствии уход из жизни супруга Мире Константиновне помогла наука. Она с головой ушла в работу и продолжила дело Шалвы Денисовича. То, что она героически уже после ухода ее супруга издала его, переиздала, а некоторые работы просто издала по записям, по рукописям, издала замечательную работу, очень важную для Абхазии с точки зрения науки и исторического содержания «Ономастика Абхазии». Очень ценная работа. Это уже после смерти Шалвы Денисовича. Затем «Убыхи», книгу Иналыпа, которая не была издана в свое время.
Садзе, переиздание и так далее. Просто я поражался ее работоспособности и заражался этой работоспособностью, потому что она столько давала вот энергии, такой позитивной, светлой, что просто, находясь с ней, было просто наслаждение. Ты просто питался вот ее вот позитивной энергией. Я с ней познакомился еще будучи школьником, я писал какие-то свои, как я считал, это научные труды. Вот, и показывал Шалву Денисовичу Налыпа, и он меня просил домой. Я-то познакомился с Мирой Константиновной, вот, и с того времени мы просто очень друг друга полюбили. Она мне как была такая духовная мама, честно говоря. Когда пришел на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории, тогда исполнял обязанности директора Шалва Денисовича Налыпа. Он принимал меня на работу. Это был замечательный человек, конечно. И очень ему сильно повезло, что рядом с ним была такая супруга, как Мира Константиновна, потому что я знаю точно, она много тоже усилий приложила к тому, чтобы выходили его замечательные фундаментальные труды, которые сегодня являются основополагающими по многим историческим и этнографическим вопросам истории Абхазии. Вот. Я дружил с сыном ее Адгуром, замечательным человеком, который погиб во время войны. Все это они пережили, горе, и тем не менее после войны продолжали все равно работать. Мира Хотелашвили и Налыпа к работе всегда относилась очень ответственно и скрупулезно. Такого же отношения требовала от окружающих. В 80 лет освоила компьютер, чтобы проводить исследования и работу над своими материалами самостоятельно. Своим примером она показала, что учиться никогда не поздно. Она была очень строгая, очень требовательная, вот, временами даже жесткая, вот, но это как раз ей очень шло. Немножко такая железная леди, и тем не менее при этом очень деликатная, очень добрая, очень теплая. Это утрата тоже для Абхазии, для научного сообщества, для всех, кто знал хорошо Миру Константиновну, любил ее, уважал ее. Археолог, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша третьей степени Мира Хотелашвили и Налыпа оставила яркий след в науке Абхазии. Алика Трапш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня выразил соболезнования родным Миры Хотелашвили и Налыпа. Мира Константиновна посвятила свою жизнь служению науке. Неоценим ее вклад в изучение и сохранение историко-культурного наследия абхазского народа, археологии и этнографии нашей страны. Ее уход из жизни – невосполнимая утрата как для научного сообщества, так и для республики в целом, говорится в соболезновании главы государства. Соболезнования семье, близким и коллегам в связи с кончиной Миры Хотелашвили и Налыпа выразил кабинет министров Абхазии. Мира Константиновна внесла большой вклад в музейное дело и национальную науку. Много сил и времени она уделяла подготовке молодых ученых, щедро делилась своими обширными знаниями и опытом. Ее всегда отличали доброе отношение к коллегам, готовность оказать необходимую помощь, человеколюбие, отмечается в тексте соболезнования. Участие министра просвещения Инала Габлия во второй международной научно-практической конференции «Артековские чтения», которая прошла в Крыму с 26 по 30 апреля, стала темой пресс-конференции, которую провел Инал Габлия на площадке абхазского телевидения. На вопросы журналистов также ответили заведующий отделом образования администрации Чемчирского района Тимур Гиндия и заведующий отделом образования администрации Гудаутского района Адам Ирхарази. В рамках встречи также были затронуты проблемные вопросы сферы образования. Смотрите пресс-конференцию министра просвещения сразу после новостей. Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Сухуми в четверг, 9 мая. Торжественное шествие начнется от площади Свободы. Колонны Бессмертного полка пройдут до памятника неизвестному солдату на набережной Диоскуров. Начало шествия запланировано на 10 часов 30 минут. Акция проводится Россотрудничеством совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Арзенба.
Первый концерт танцевального шоу «Гей-цикла шоу» прошел в Сухуми. Уникальный проект, в котором 14 пар танцоров будут бороться за первое место, и внушительный призовой фонд продлится 5 месяцев. Зрителям покажут 6 отчетных концертов. В состав жюри вошли руководители госансамблей «Шаратын» Руслан Бебе, «Кавказ» Арвило Тарба и госансамбля песни и танца Валерий Таня. Наставники, талантливые танцоры Денис Инапшба и Аслан Багапш. На первом этапе пары разделены между наставниками проекта. Еженедельные дневники с репетицией и трансляцию концертов смотрите на нашем канале. Рада Чача вам расскажет подробнее. Жизнь во многом выражается в танце. Люди танцевали со времен глубокой древности, а народный танец всегда являлся неотъемлемой частью культуры того или иного народа. По-настоящему богатый и многогранный колорит кавказской культуры особенно ярко раскрывается именно в национальных горских танцах, которым и посвящен новый, в некотором смысле уникальный проект. Идея появилась, как, наверное, все идеи появляются внезапно, очень неожиданно. Витая над нами уже много лет, как-то села в голове, потому что мы делали музыкальные проекты, делали, конечно же, какие-то юмористические проекты. И, наверное, сам проект, танцевальный проект назрел уже, потому что в Абхазии очень много, конечно же, коллективов и очень много людей, которые занимаются и занимались танцами. Согласно условиям проекта, 14 пар танцоров будут бороться за первое место и главный приз, денежный фонд которого изначально планировался в размере 400 тысяч рублей. Однако известный исполнитель и композитор Александр Шоуа решил поднять сумму выигрыша за счет собственных средств. И теперь победитель получит приз в размере 450 тысяч рублей. Танцоры будут соревноваться в командах двух наставников – артиста госансамблей «Шаратын» и «Кавказ» Дениса Инапшба и артиста «Кавказа» Аслана Багапш. 14 дуэтов, 2 наставника. Сегодня на концерте, на первом концерте отборочном, они будут распределены по командам. Их будут распределять сами наставники, выбирать, либо участники будут принимать свое решение в случае того, если оба наставника выбрали того или иного участника. Правильнее будет сказать, дуэта. Танцевальный проект продлится 5 месяцев, за время которых зрители нашего телеканала смогут увидеть 6 красочных, ярких концертов. На каждом из них дуэты танцоров будут представлять по 3 номера – абхазский танец, танец одного из братских народов Кавказа и танец-сюрприз. На суд высокого жюри будут представлены и стилизованные национальные танцы и танцы народов Северного Кавказа в классическом виде. У нас 3 основных жюри. Мы приглашаем настоятельно руководителей 3 государственных ансамблей. Это Руслана Эдуардовича Бебе, Валерия Константиновича Таня и Вилота Тарасовича Тарба. Это 3 постоянных члена жюри. Остальные члены жюри будут меняться в зависимости от тематики, в зависимости от характера проводимого концерта. Главная цель проекта, как рассказал Тимур Пекескири, популяризация национальных танцев среди подрастающего поколения. Прежде всего, жду от проекта популярности, потому что благодаря этому проекту, возможно, мы сможем обратить взор молодого поколения. У нас лучшие дуэты, и есть кого брать пример. Причем хочется, чтобы эти дуэты были известны всей стране. Хочется, чтобы простые люди знали о том, что есть вот такие звезды, есть у нас замечательные, красивые танцоры, к которым должны тянуться. И к этому искусству я хочу привлечь внимание молодежи. И я считаю, что это просто необходимый проект для того, чтобы мы популяризировали его среди молодого поколения. Зал Абхазской государственной филармонии был заполнен не только людьми, но и энергетикой, эмоциями. Громкими овациями поддерживали артистов. Участники – выходцы из разных танцевальных ансамблей Абхазии. Среди них и заслуженные артисты, и юные танцоры.
Популяризация национальных танцев, без сомнения, способствует сохранению и распространению этнокультурной идентичности народа. Ведь танец – это не только совершенно особенный вид искусства, но и способ передачи быта, характера, культуры каждой нации. Поэтому так важно в эпоху глобализации, в современном, быстро меняющемся мире пропагандировать национальные танцы. Спонсоры проекта – Министерство культуры Абхазии, Абхазская государственная телерадиокомпания, Госкомитет по репатриации, компания «Аквафон». Информационный партнер шоу «Спутник Абхазия». Второй концерт, на котором танцевальные дуэты представят первые номера на суд жюри, состоится 30 мая. Рада Чачава, Нала Чхинджерия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 4, 5 и 6 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 10-15, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.